Вроде бы, вроде бы, как будто бы должен идти сигнал. Сейчас давайте-ка, может быть, махнемся. Махнемся. Махнемся микрофонами, может быть, лучше будет слышно. Но хотя, откровенно говоря, разницы нету. Разницы нету, все равно одинаково. Дело в том, что я слушаю в наушниках, да, и что-то в последнее время какие-то непорядки у нас происходят с микрофонами. Такое ощущение, что гыбня добралась до нашего радио и, в общем, пакостит. На встрече, там, на одной встрече с одним человеком, там, ветер практически чуть не убил меня. Ну и там пошутили, что это КГБ спланировало, значит, чтобы там такая, как это, в ресторане такая штука рекламная, которая из-за ветра в меня прилетела, короче, ну, похохотали, поугорали. Так что ничего удивительного нет в том, что наше радио заинтересовало определенного рода круги. Мало ли тут свободный Дагестан, значит, Фри Смоленск. До этого, значит, там Всходы была передача такая о русской литературе. Ну и вот. Ну что, новостей не так много на самом деле набежало за последние вот этот несколько дней. Там я думал, о чем рассказывать в конце недели. Тут нате, короче, Айдаев, 75 лет, коньки отбросил, в субботу будут хоронить его в русском драмтеатре. Ну, не в русском драмтеатре, а вынос будут. Что довольно удивительно, потому как обычно вот этих персонажей, там, деятелей, значит, выносили всегда с площади Советов. И это вот так немаловажно, между прочим. То есть всех, кого я помню, там Сараева, Ангапова, еще каких-то персонажей, ну, за исключением Потапова. Потапова выносили с ФСК. Но там, да, ну там караул был организован, там все прочее, короче. То есть вот те, по крайней мере, кого я знаю, они были выносимы, так скажем, создание филармонии, ну потому что это как бы еще с советских времен считалось, что выносят с центральной площади, да, с площади Совета. То есть как бы традиции вот эти поменялись, с другой стороны, вот этот факт, что его с русского драмтеатра выносят, ну не знаю, может быть вы там комментарии напишите, но я уже написал по этому поводу, что это как бы показатель вот такого чиновничьего рабства. Он же себя на полном серьезе, Айдаев, там выкрещивал. Я помню даже как-то это было очень необычно, где он там стоял, значит, выкрещивался в прямом эфире, там на какой-то праздник там религиозный. Но это было, по крайней мере, смешно, потому что не знаю, что он там в Москве наговаривал, но потом уже я встречал довольно большое количество вот этих косомордых, так скажем, да, не пойми кого, так скажем, азиатского происхождения, которые мне в открыто говорили, что они русские. Ну, действительно, у них фамилии такие непонятные были. И опять же говорю по тому поводу, что сокрушался и говорил о том, что в основном-то пошли на так называемый СВО, это вот обуряченный элемент, так скажем, ну, буддисты, да, обуряченные, значит, бурятоязычные, так скажем, те, которые на бурятском языке говорят, но они обурячены были в свое время, то есть они могут и себя и бурятами даже считать, но это часто обуряченные, венкоидные, вот, манжуроидный, тунгусный, там и так далее элемент. Сейчас я, правда, фиксирую, что большое количество, последние, по крайней мере, 3 месяца, в основном погибшие это именно буряты, то есть которых так или иначе где-то вот проносило все это время, фарт был определенный какой-то и так далее. А сейчас гляжу прям пачками. И вот в этот момент, в общем-то, не бедный, так скажем, одно время считавшийся даже самым богатым бурятом в мире, да, и там, по слухам, значит, несколько торговых сетей
это именно с его общака, так скажем, организованного, да, то есть там зиц-председатель Шагдарова, там еще зиц-председатели какие-то были определенные. То есть так или иначе, не бедный человек, но вот 75 лет. И правда, разведка донесла, что он болел, это была онкология, поэтому, конечно, онкология это такое дело, это довольно опасное, никому не пожелаешь, естественно. И я вот говорю, а как вот, раз умер вообще, умер Трофим, как говорится. Ну и все, и кто его хорошим словом помянет, короче. Тишина. Тишина, даже в комментариях тишина. Так, ну что там? Ну, а так, большая часть вот этих вот деятелей бурятского происхождения, так скажем. Ну, напомню вам, как он поднялся. Я помню, ну, я в то время, так скажем, живо политикой бурятской интересовался. Ну, и вот я помню, что компания была довольно мощная, там, значит, правда, вот эти, тогда, знаете, не было хорошей печати, и все были агитационные материалы, да, они все были черно-белые. И вот помню эту хорошо агитку, короче, с нас раскрашенная баба смотрела. Ну, такая, мне казалось, что это вообще какая-то женщина накрашенная. А там было написано Айдаев, там типа Айда, и, значит, была еще контрпропаганда, там Кукшинов был такой, я не знаю, он живой, еще не живой. Ну, в общем, он там Ай нет, значит, были такие тоже плакаты где-то запущенные, типа, что вот, не допустим, значит, Айдаева. При этом Кукшинов, он уже был до этого мэром, по-моему, там был такой персонаж, полукриминальный такой, которого Русня выбрала, потому как, ну, он против Кукшинова шел как раз. Ну, предполагалось, что, видимо, Кукшинов дальше должен был остаться. Но Русня ножками прошла и проголосовала за своего этого авторитетного персонажа, короче. Ну, понятно, что власть, она не любит, когда вот эти криминальные всякие персонажи во власть рвутся и так далее. То есть тут можно заметить, он будь там вот этот тоже, как он, рынком-то раньше, рынок держал. Ну, у которого сейчас там это он в православие пошел, там, значит, там, на бывшем там этом, значит, предприятие, забыл, Бурят посуда, что ли, там, или еще что-то в этом роде, короче, там, значит, какой-то строк сделал, там, скульптуры какие-то ставят. Вот, казалось бы, да, ну, вот, свой в доску Русич, да, а все равно во власть не пускают. Ну, находят причины там и так далее, хотя судимости погашены, все прочее, теоретически может, но есть вот такая установка, чтобы криминал во власть не гнали, потому что, ну, так или иначе, там вот эти старые связи возникнут, там на слабо, там пятое, десятое, там разовьется такая нехорошая коррупция, ну, это по престижу власти, конечно, будет ударять, что вот откровенные бандиты-преступники, вполне возможно, что причастные к совершению, там, в том числе тяжких преступлений, да, ну, вдруг там где-то управляли. Ну и поэтому, естественно, что в 90-е годы такие проскакивали еще персонажи. Вот его убрали, там были перевыборы как раз. А Айдаев, он чем прославился? По-моему, в году 97-м или в 96-м была там мощная реконструкция стадиона 25-летия Бурятская ССР. Это стадион, который, значит, раньше был на балансе ЛВРЗ, ПВЗ. И, значит, полностью был построен за счет финансовых средств именно завода. Ну, был как бы республиканским стадионом. Ну и в сложные в 90-е годы их там передали на балансы, значит, этих всяких мэрий там и все прочее. И вот затеялась большая крупная реконструкция. И на этой реконструкции, ну, по тем временам огромная сумма, это $1 000 000. И говорят, лично Потапов, типа, причастен был к хищению этой суммы. Ну, какую-то сумму он, конечно, получил, но тогда миллион это было прям серьезно. Я думаю, что украли, конечно, гораздо больше, потому что реконструкция это, ну, хреновенькая, откровенно говоря, была. То есть, что-то где-то на Западе по дешевке купили, какие-то кресла там пластиковые и так далее. Это же тогда необычно считалось.
в общем, какое-то оборудование, там еще что-то. Ну, в общем, расхитили по полной. А потом этот стадион, ну, решили, значит, федеральную субсидию получить. Зачем-то этот стадион снесли, короче. Поставили там, значит, ФСК этот, никому не нужный. Значит, я помню, приезжала какая-то команда из Америки, значит, там наш бурятский тренер целую вот эту сборную американскую привозил в Бурятию. И они говорят, ну у вас спорт поддерживается, конечно, на высшем уровне. Вот американки говорили, что посмотрите, какое здание там выстроено, там это и так далее. То есть они-то там в гораздо более скромных условиях занимаются. И, в общем-то, ну, там, понятно, олимпийские спорты это любительские. Ну, хочешь профессионально, ну, пожалуйста, деньги есть. Профессионалом становись. Ну, они говорили это к тому, что понятно, что достижения будут, потому что вот эти общественные суммы вливаются в огромном количестве вот на поддержание полудурков, можно так сказать, которые, ну, так скажем, ну, что дают-то? Да ничего не дают. Как были тупыми, так и остались, как говорится. Двух-трех слов связать не могут. Ну, там же борьба у нас как это. Признак такой, что недалекого ума человек. И естественно, что для чего это делается? Для того, чтобы вот этих титушек при себе держать, короче. То есть, ну, представляете, ну, как старого типа, я вот помню, значит, там какое-то рассуждение было, что ну вот молодые борцы, они там где-то работают, там еще там это, там деньги зарабатывают, пятое, десятое, короче, ну как западные коллеги. А старичу, ну вот так все, тренера, чтобы дали, там секцию, чтобы организовали, там пятое, десятое, вот он шевелиться не будет. И в этом отношении, конечно, сейчас современные, вот они более, так скажем, там, кто тиктоки ведет, там, цыганство, там, пятое, десятое, короче, то есть такой тонкость, нюансы, что сейчас все поменялось в этом отношении. Так вот, Айдаев был причастен, как глава счетной комиссии, к тому, чтобы счетная комиссия, вот эта, да, счетная палата, которая там дебет с кредитом сводила, ну, сказала, что никаких значит, сверхтрат там еще там что-то нету, короче, и вот, типа, ну и это было запомнено, так скажем, или представителями режима оккупационного, да, вот тем же Потаповым. И, значит, Айдаева вознаградили. Значит, тем, что он стал мэром, ну и понятно, что там рост произошел, там как раз вот нефтедоллары поперли, там кризис был там и так далее. Ну и по чуть-чуть, значит, и коррупция развилась. Потом там вот это с маршрутками, это коррупционные эти схемы были, еще там пятое, десятое. Ну, прославился он, конечно, тем, что он пил, квасил. Ну, по-видимому, были собутыльники. Я уж не знаю, как там, насколько, значит, серьезно у него было заболевание, но я точно помню, что там у него в семье какая-то трагедия приключилась, и это все совпало с перевыборами. Я помню, как Голков и вся вот эта команда, короче, которая уже, ну, устала, откровенно говоря, Айдаева, они его не переизбрали, короче, хотя там серьезные усилия он, видимо, предложил для того, чтобы мэра начали избирать не прямым голосованием, а сделать там, разделить, значит, что один управляющий, да, типа, а другой мэр. То есть один, который подписывает все коррупционные листы, а второй, значит, типа сити-менеджер и мэр, короче. И вот его должны были на мэра избрать, и в итоге, короче, его берут и прокатывают эти депутаты. И он сидит такой, и это все крупным планом еще показывают, еще показали по ТВ-кому в недоумении просто. То есть помимо того, ну он потому что заквасил, ушел в запой, и вот упустил этот момент, когда нужно было держать конкретно. Ну, естественно, что определенные силы воспользовались, значит, это что, ну, и Гену убрали, короче. Это было вот тогда эпично, конечно, когда Голков внезапно, значит, потом там легенды про Голкова начали идти, что он там какой-то проспектовский, там еще там что-то, там пятое, десятое, что мальчик там еврейский, хороший еврейский мальчик на скрипке играл, там одновременно там чуть ли там каких-то там, значит, молодежные группировки чуть ли возглавлял там и так далее.
Ну, и тоже там этот Пуголков, он на чем поднялся, короче. Была какая-то организация такая, типа муниципальная, короче, которая якобы производила парты. И тоже, ну, они парты-то говененькие были. Я помню, короче, там же пришла к нам училка одна, говорит, что такое это фенилформальдегидные смолы по снипам, по всяким этим. Нельзя, чтобы дети на таких сидели. Ну, а что потом? Ну, дешево же. Плиту взял, там раз-раз прикрутил, 3 болта положил. Короче, вот тебе парта говёная получилась. И неквалифицированный труд, а загнать, ну, поскольку они там типа МУПа или ГУПа, или ФУГУПа, или хренуполи были, там, и так далее, загнать это, принудить школы покупать именно эти парты, а не приличные, да, там из дерева изготовленные, то, естественно, вот, как бы эти ребятишки вот этих всех государственных всяких так называемых муниципальных вещах очень сильно паразитировали в свое время. И ну, вся вот эта, и потом всю вот эту банду, которая осточертела людишкам, Путин меняет. Во всех так городах произошло, и они коррупцию запрятывают. То есть коррупция сейчас при путинском режиме, ну, сейчас я не знаю, как, уже 4 года не нахожусь на территории Российской Федерации, но я думаю, что она структурно практически не изменилась. Другое дело, что она так сейчас проводится, что очень сложно до нее докопаться. Понять, где вот именно коррупционная схема, где не коррупционная. Но из последнего, что я читал, что там врачки повышают оплату за коммунальные услуги. Я вообще считаю, что давно пора. А второй вариант это в то, что в Улан-Удэ несчастном, короче, проезд, проезд в общественном транспорте поднялся. Но с другой стороны, я не знаю, вот здесь я пользуюсь общественным транспортом в Польше, в Варшаве конкретно. Ну, не знаю, я могу даже в пригороды кататься по проездному документу. То есть 40, там, 50 минут, короче. От Варшавы на электричках могу кататься в рамках этого проездного билета. Там, завтра, или, может быть, послезавтра поеду там на водохранилище, короче, кости греть. В общем, ситуация-то такая, что этого такого вида транспорта, вот где там в Улан-Удэ, я не знаю, чтобы куда-то вечером там или ночью добраться, тут это же проблема, нет ни ночных автобусов. В систему, значит, вот эти электрички, пригородный электротранспорт, они как не включен, например, да? То есть, понятно, ночных маршрутов нету, короче. Трамвайная сеть слабая. Как вы там живете-то вообще? Как вы там не восстали еще? Так, всего 24 человека смотрят. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. Сегодня эфир будет довольно короткий, потому что я сегодня иду, значит, обеспечивать, так скажем, концерт. Сегодня в Варшаве, погуглите, в Варшаве будет концерты группы, британской рок-группы AC/DC. Я буду там присутствовать, короче. Может быть, потом где-нибудь загружу видео или там фото, например. Ну, так что поэтому, так скажем, наша сегодняшняя, значит, ну, в ту же вторую неделю, на самом деле, так происходит, что я чуть раньше выхожу, потому что разные концерты, ну, вот, с практических точек зрения хожу на эти концерты зарабатывать деньги, а не тратить билет. Я не помню, сколько стоит сейчас. Давайте, может быть, даже погуглим, сколько он стоил. Сейчас. Ага, вот. Сейчас посмотрим. Ну, по-моему, не меньше 100 евро стоит билет.
Короче, в 21, в 21 государстве будет, значит, Power Up называется, короче, тур у них. В 21 стране будет, в 13 городах США будет, значит, это всего, короче, получается. То есть это он несколько тур, по-моему, получается, несколько лет идет. А этим летом написано, что AC/DC сыграет 12 концертов в 10 странах. Вот один уже концерт был там где-то в этом, как его, то ли в Праге, то ли еще где-то, короче. И вот они после Праги здесь будут. Стадион вмещает 60 тысяч. Я думаю, что тут со всей, короче, со всей Европы, короче, народ съедется, потому что я помню, на какое-то мероприятие здесь вот в Варшаве проходило, и в один год вот приехало, короче, шахматное. И там, короче, половина тех зрителей и слушателей это были немцы. Я еще так офигел, короче. Ну, старички такие глубокие. Ну, те, которые шахматами интересуются. Ну, они, видимо, так по первости приехали, короче, посмотреть там на Магнуса Карлсона, на других. А вот в этом году особо немцев не было. Я так удивился, что это нету немцев, не приехали. Ну, а потому что хорошие прямые трансляции были еще. Немцы разок там побывали в Варшаве, так, ну, скатались, глянули, что, короче. Ну да, ну, как любое шахматное мероприятие, оно такое, так скажем, не совсем динамичное, да, то есть надо ходить, смотреть там и так далее. А ты точно так же можешь сидеть, попивать пивко дома, короче, поставил там на большой экран, высветил там доска, все прочее, короче. Ну, сам факт того, что, конечно, ты, допустим, с какими-то товарищами не пересечешься, там не поздороваешься, там автограф не возьмешь, ну это ладно, один раз можно съездить там и так далее. Ну, таких уже, ну, заметил, что уже второй или третий год, короче, меньше немцев стало. Я так еще удивился, думаю, странно. А здесь это обыкновенная практика, там, полететь на концерт, например, в другой город. Я помню, в прошлом году здесь выступала Тейлор Свифт, и, короче, Тейлор Свифт, и, ну, кстати, здесь очень хорошие были тогда ставки на концерте Тейлор Свифт. По-моему, что-то 400, ну, почти $100 можно было заработать, короче. И многие так это, ну, с удовольствием там. У нее, по-моему, 3 дня даже было это все дело. И они так достаточно, я вот понимаю, Тейлор Свифт, она такая, у нее же был какой-то тур, и она какую-то больше миллиарда там долларов, что ли, собрала. И она как-то вот так раздала, там бонусы, короче, многие получили, там тех, кто это, то есть у нее зарплата, допустим, там за тур было 50 тысяч, короче, поскольку они собрали больше, она там всем бонусы раскидала и так далее. То есть это чисто такое вот от нее требование, да, ну, так скажем, чтобы всем хорошо было, короче. И все вот вспоминают, да, я же вот ходил там на концерт Тейлор Свифт, там столько платили, вау, супер, там, короче. Да, ну вот AC/DC сегодня тоже буду. Сейчас они вот скоро достаточно начнутся. Так что уже надо закручиваться. Так. Так, там опять эти старики, короче, всякую там чушь, Северин Краевский, там еще там что-то. Ладно, да, дорогие друзья, ну, наверное, на сегодня все. Ничего особо никаких новостей не было. Ну, за исключением, допустим, такой новости, что типа американцы приостановили поставки вооружений в Украину, да, ну, как бы, ну, все к этому идет по той простой причине, что американцы со своих позиций стоят, что вот мы посмотрели, как там баллистические ракеты иранские пролетают, да, не самые совершенные, так скажем, через вот эту систему «Золотой купол», да, то есть все равно падают, а если там начинка была бы ядерная, термоядерная. Американцы тоже задумались. Вот, видимо, плотнее надо ставить. Или там, значит, а насколько сильно США защищены, так скажем, да? Ну, в случае какого-то глобального конфликта, вдруг там Вова Путин
и решит ва-банк пойти, короче, да, то, соответственно, с этим же еще тоже связано, короче. Ну и понятно, что за это время, в принципе, внутри Украины они могли, я не знаю, там достаточно такое количество специалистов еще с советского времени было, которое занималось там вот этой ракетной техникой и так далее. То есть большая часть вот этих ракет, которые летят сейчас в Украину, они же где-то в Харькове, Днепропетровске были, в Днепре же были сделаны в свое время, да, в Кривом Роге и так далее, на этих всех предприятиях. Неужто там, я даже здесь встречал женщину, которая на авиационном производстве работала, короче. То есть их эвакуировали именно, ну, каких-то таких, то есть молодая баба, там, 30 с чем-то лет, короче, то есть закончила вуз и вот работала там на каком-то сборочном там процессе там и так далее, на заводе авиационном. И там эти специалисты просто имеются. У нас там, ой, там, на авиазаводе работает, там, что там, это, я знаю, там, что там, как они там на этом авиазаводе работают, там, и так далее, бабки одни пилят, короче, там, сколько 2 вертолета, может, в год собирают, от силы все там на этих, на китайских саморезах, короче. Ну, в общем, это, печаль, беда. А Украина-то там тысячи производили в свое время, там, сколько, смотрю вот эти всякие тиктоки, где там, значит, всякие вот эти металлы там и так далее, все вот эти сплавы там дорогие, дорогущие. Это откуда? Конечно, это все с военки, все оттуда тырилось в огромных количествах там все. Несуны там с завода выносили, там гильку сделать, там еще что-нибудь в этом роде, короче. Ну, а потом эти гаражи там эти разбирают, и там металлисты там находят всякие разные сплавы, короче, которые, ну, в ракетной технике должны использоваться или еще где-то, они, короче, там стенку подпирают, условно говоря. И за это время, в принципе, Украина могла бы вот эти миллиарды не украсть, не вывести, значит, в виде крипты там и всех прочих по всяким растолкать там этим странам Европы и так далее, а заняться вот своим собственным производством, короче. В том числе значит, противодроновых ракет там и так далее. Ну, то есть я более чем уверен, что с украинским потенциалом никаких сложностей бы не было создания вот, значит, противоракетных и вот этих противодроновых, значит, установок маломощных, небольших, короче, переносимых, да. И это было бы продуктом достаточно нормальным, может быть сырым, но тем не менее местного производства. И на это все как раз расчет. И одновременно с этим, да, вот прекращение поставок ракет для комплексов Патриот открывает Путину возможность неба. Они сейчас снова обрушат огромное количество ударов, волны. Судя по всему, к концу года путинский режим нарастит производство шахедов до 500 в сутки. 500 будут собирать в сутки. И волнами пускают, они копят и пускают. И тут то же самое. Будут бить по гражданской инфраструктуре, естественно, паника. Может быть, ударят и по банковой, так называемой, в Киеве, баллистической ракетой, мы не знаем. И в этом отношении, конечно, опять же, по жертвам среди бурят, среди тувинцев, среди казахов, да, кавказцев в меньшей степени, кавказцев мало гибнет, кстати. И это вот свидетельство того, что идет время к договорнику, и вот эти вот боевые, так скажем, буряты, да, которые все поняли прекрасно, то есть у них вот эти последние, значит, мыслишки о том, что там, мы русские офицеры, там, тырым-пырым, вот эта вся чушь, короче, да, вот, то, что накидываем, это все постепенно улетучивается. И сейчас надо усилить пропаганду национальную. Сейчас нужно как раз говорить о Бурятии для бурят, о том, что бурятам нужно бурятскую власть, чтобы все ресурсы этнической Бурятии от Енисея до Амура работали именно на бурятский народ, не на один другой, не на мигрантов всяких там, не на каторжан, а именно на воспроизводство бурят. А что вот? Смотрел я там ролик, какой-то арабчик 2000 года, у него 3 жены. Ну что, вот сидит, балду пинает, ресурсы капают,
с его там вышки, где-то у него там в пустыне вышка, нефть качает, пакистанчики на него там работают, короче, за еду. А у него 3 жены, вот хочет, рожает детей, раз, это, и они тоже не бедные, эти девки. Все образованные, наверное, где-то выучившиеся, короче. Одно удовольствие. Понедельник первой жене, вторник второй, в среду, значит, третьей жене, там, и так далее. Ну и вот ты размножаешься, и вот каждый бурят так должен жить. Да, и вот сейчас вот, значит, в связи с тем, что обострились там отношения, это давно на самом деле набегало, потому что я понимаю, что они опасаются, потому что одна из самых таких мощных диаспор, так скажем, это не какая-то там грузинская диаспора, а армянская, это именно азербайджанская диаспора. Погуглите, численность очень высокая. Вы помните, там у нас вон унудайзеры там снасильничали какую-то бурятку несчастную. Причем в неправильное отверстие, так скажем, вывезли, там угрожали ей, там все пятое, десятое. Ну а что-то, а там как, мать-одиночка, там ее воспитывала, неправильные привила. Эти, так она там еще ну там буритошка какой-то, пошли они там, то ли следили они там за этим буритошкой, тоже любителем клубов, то ли что ли, она за компанию с подругой пошла. Ну и потом денег не было, чтобы уехать, банально, сотки не было, чтобы уехать. Ну а как надо же уехать, короче, в этих мозгах-то, примитивных этих буритошек, люмпинов, комбедовцев. Город маленький, в Улан-Удэ можно пешком в конце концов пройти. Вон Низовки, напомню, она там. У нее от ее дома до этого, до площади вообще проблем нет. Пешком дойти, короче. То есть не можешь уехать пешком, ходить коротконогая. Особенно буритосам надо ходить пешком, короче. Нет, села, короче, к непонятным, они ее вывезли, там, изнасиловали, короче. Ну и что, и тишина. Потому что, ну, эти тоже, я там сидел с одним, спрашиваю, я говорю, а что там не выступили-то? Ну, он говорит, мы же не знаем, кто это, что это, девка-то. Она же, ну, может, непорядочная сама по себе, может, там проституткой работала, короче. За нее там впрягаться, потому что все от этого зависит. Видите? Ну, а что, якуты, он за свою там пьяницу, короче, которую КРГЗ изнасиловали, они же целое вывели. Там, значит, этих заставили, поставили, короче, и эту, как его, и депутатшу эту известную поставили, короче, мэрша-то, которая города была. Этого не Николаева, этого Степашку этого рядом поставили. Все на якутском там говорили, что мы да за Якутию, да это все встанем, там, пятое, десятое, короче. Вы видите как. А сильные диаспоры. И вот эти сильные диаспоры, они, естественно, что такие планы у Русни, там, значит, вот надо пойти, удар по диаспорам нанести. Ну и параллельно отжать, короче. И естественно, что все это проводится в этих шовинистических, черносотенских, значит, терминах там и так далее, короче. Ну вот они, естественно, те, кто не позволил себя просто так бить, короче, просто взяли и избили. Ну, это и мы знаем, это еще из 90-х годов, это завуалированные убийства. И что вы думаете там? На Кавказе, в Азербайджане тоже не знаю, что их просто убили. То есть была задача изначально поставлена вот этих двух персонажей не убить. И их сознательно убивали. То есть, если бы их хотели задержать, их бы задержали, короче. Ну да, немножко бы поправили там, чуть-чуть, как всегда это бывает, это понятно. Но поскольку они погибли, то явно была задача их убить, короче. Ну и вот взяли азербайджанцы, там, значит, каких-то релакантов, жуликов, там, каких-то. Ну вот какой нормальный релакант в Азербайджан поедет? Да, во-первых, он туда не пускает, Азербайджан, никого. Как они попали туда, эти релаканты? Потому что там до сих пор коронавирусные ограничения в Азербайджане. Весь мир снял, а Азербайджан нет. То есть туда просто так, через границу азербайджанскую, вообще не попасть. Вопрос, что они там делали, из какого периода они там в Азербайджане сидят, эти релоканты, так называемые. Ну и вот там, значит, хорошие русские в Твиттере там 3 дня сидели, эти избитые рожи этих
Значит, это, ну и пока там дианонили, что за персонажи, то мало ли, может, действительно там какие-нибудь преступники там и так далее. Ну, потом выяснилось, что это просто русские бакланы, ну и тут пошло и там, ой, там эти третьесортные диктатуры, это пятое, десятое, а будто у вас эта страна вместе с Путиным-то, она не третьесортная. То есть и тут русня даже позволила себе, значит, в своих этих хороших русских терминах, значит, оскорбить Азербайджан. Что, мол, в Азербайджане третьесортная диктатура. Страна третьесортная и диктатура такая же. Типа вон мальчиков, программистов колотят. Ну, то есть, вот, понимаете, это хорошие русские эти все там, значит, персонажи. Или там всякие Любки, Соболь там и так далее. Там, когда арестовали этих, значит, представителей телеканала «Спутник», она там озаботилась, что на российском бюджете вот сколько вот этих мразей сидит, значит, присосок. Ну, то есть, они за бюджет, типа, русские, беспокоятся о том, что, значит, там какие-то ФСБшники или там агенты русского мира, значит, ну, синекура у них там, значит, в Азербайджане там сидят себе там, значит, это, как его, в задницу там долбятся за государственные деньги. Ну, то есть их вот это волнует, а не тот факт, что вообще-то вот эта мразотная русскомирная пропаганда, она вообще везде сидит. В том числе в Улан-Баторе там сейчас Батошка, Багдаев сидит, там эти, значит, там всякие Наржима Цыбикова, там эти, как ее там еще вторая-то, господи, такая, тоже не пойми какая, короче, обуряченная, забыл ее. Одно время в Информполисе работала, сейчас в ТАСС где-то сидит. Ну, хотя бы вот, раньше там русские сидели, ну, поскольку непопулярное направление, видимо, в этих, в Урдуэне, там, в этом, в институте стран Азии и Африки на монгольский язык, видимо, совсем уже перестали идти люди, ну, в основном на арабские идут девки, это понятно, короче, московские, там, на пенсию себе зарабатывают в арабских странах, да. В основном, ну, вот эти вот языки популярные, фарси, арабский, там, значит, может быть, какая-то Юго-Восточная Азия, там, Китай, Япония, там, что-то в этом роде. А на монгольский кто идет? Ну, даже тех нету, которые в Монголии там когда-то жили или рядом жили, ну, там, по-бурятски, допустим, говорили, там, пойду-ка я в Институт стран Азии и Африки на монгольский язык. А может, и специалистов, преподавателей нет, уже все поумирали. Ну и вот, и поэтому вынуждены суррогатить, короче, вот этих вот. Вот те думают, о, мы сейчас, блядь, на острие русского мира здесь, там, 5-10. Ну, если еще зарплатка хорошая, это нормально. Ну что, наши тоже там должны быть. Батошка наш, и Наржима наши, и все прочие. Пускай сидят. Но другое дело, чтобы помнили, что надо каждый раз напоминать, что вы работаете-то не на русское государство, вы работаете на нас, на бурят. И должны так в первую очередь думать. Вот как азербайджанская диаспора. И поэтому вот этот вот разрыв, пуповина, так скажем, которая в советское время образовалась, да, ГБшно там, сословно и так далее, вот она сейчас рвется окончательно. То есть Гейдар Алиев-то в свое время, папаша этого Алиева, третьесортного, он, в общем-то, КГБ советское возглавлял. Хорошие русские это забыли совершенно, да? То есть тут все не просто так. И правильно там на азербайджанском канале говорят о том, что, ну, хоть и пропагандировался, значит, интернационализм и все, но кто-то был главнее и равнее, так скажем. Естественно, Азербайджан в то время очень сильно страдал от этой позиции. И сейчас, когда вот эти нефтяные ресурсы работают на азербайджанский народ, они вот уже могут позволить себе, значит, не просто огрызаться, а стоять на очень хороших позициях, потому что, оказывается, Москва до трети продуктов экспортирует из Азербайджана. Или транзитом через Азербайджан. То есть понятно, что сейчас путинский режим, допустим, прекратят они поставки, перенаправят куда-нибудь в Европу, в другие страны, там, ну или консервировать начнут. Есть технология. Что делать? Цена поднимется сразу, резко. И поэтому, естественно, что вот эти вот новые вот эти вот поколения, так скажем, этих нацистов русских,
которым сейчас дали карт-бланш для того, чтобы поживиться. Нечего уже воровать. Да, там сейчас в основном у них тренд на национализацию, значит, они вот эти неэффективные предприятия отбирают. Сейчас говорят, типа, национализировать решили на Урале, значит, золотодобычу. Так они ее национализировать решили, чтобы просто вот там же какое-то было, значит, восстание у башкиров. Они говорят, мы не хотим частника пускать сюда, значит, на разработку, потому что мы знаем, что начнется разработка, тот метод, который они предлагают, не экологический, все тут отравит нам. А теперь, когда это будет государство, государство скажет, а мы на вас, а мы вообще экспертизу проводить никакую не будем. Короче, это частник, да, частника вы могли вот так сделать. А мы сейчас государство, идите вы нахрен, короче. А что? А сроки. Не за экологию, а за национализм, короче. Ну и поедут срока огромные. Кого не встретишь, у всех указ. Ладно, дорогие друзья, хватит раздражаться. Разрушайте рашку, коррупционируйте, грабьте награбленное. И эмигрируйте, естественно. Чем дальше, тем лучше. В лучшую страну мира, в столицу мира, в США обязательно. Грин-карта, виза, ПМЖ. Сейчас, кстати, Мелани, вот это, премьер-министр Италии, объявила, 500 тысяч виз дают. В том числе для стран третьего мира. Я очень знаю, что много буритошек, всяких теток, там и так далее, ездят это, памперсы там старикам менять, там ухаживать, там и так далее. Всякие вот эти бывшие журналистки таким тоже занимались там. Потом подженились, там успешно живут, короче. Так что давайте, дорогие друзья, не сидите. Сейчас будем вот эту Италию двигать. 500 тысяч виз дает. Хочу, чтобы 1000 виз как минимум получили наши багермушки, короче. Вместо того, чтобы там не пойми чем заниматься, прожигать свою жизнь, последние копейки свои тратить во всякие эти развлекательных заведениях, этих улан-удэнских, короче. Вот этих дур всех хватайте, головех. И в Италию, короче, визу в Италию рабочую, чтобы сидела итальянцам, старикам итальянцам попки подтирали, короче. Толку будет гораздо лучше, хотя бы приобщаться к европейской культуре. И будут думать и донатить на Бурятию для бурят, на бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч, дорогие друзья.